Стартовало мероприятие в 10 часов в здании Центра детского творчества, где вниманию собравшихся была представлена выставка «Итоги учреждения образования города за 2015-2016 учебный год». На рассмотрение экспозиции было отведено 20 минут, после чего собравшиеся расположились в актовом зале и перешли к пленарной части мероприятия. С приветственным словом к педагогам обратился глава администрации городского округа города Сибай Халид Хамзович Сулейманов. Он представил 20-минутный доклад, в котором затронул наиболее актуальные вопросы в сфере образования в нашем городе. В их числе не самые выдающиеся показатели успеваемости, состояние зданий образовательных учреждений и количество мест в детских садиках. Как видно из публичного доклада министра образования республики, система образования Сибая по основным показателям находится в средних позициях. Если взять результаты ЕГЭ, сравнительно высокие баллы у нас по химии, биологии, истории и обществознанию. Но по двум обязательным предметам, русскому языку и математике, оценка выпускников не дотягивает до среднереспубликанской. По количеству победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Сибай находится тоже в числе средняков. В прошлом году у нас было 9 наград. Говоря о состоянии зданий городских образовательных учреждений, глава города отметил, что большинство из них были построены в 50-е и 60-е годы, и потому остро нуждаются в капитальном ремонте. По его словам, вопрос об выделении средств на эти нужды широко обсуждался накануне в рамках состоявшейся встречи городского актива с представителями Республиканского кабинета министров. В завершении глава городской администрации выразил благодарность всем присутствующим в зале и передал слово заместителю руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан Батыргаеву Айдару Флюровичу. Член президиума подвел итоги минувшего учебного года и предложил вниманию зала сводную статистику отдельных показателей по республике. Например, в вопросе перехода на односменный режим обучения в школах Сибай опережает средний показатель в Башкортостане. Количество учащихся во вторую смену в нашем городе за последние несколько лет снизилось до 6%. Средний показатель по республике 13%. В вопросе обеспечения мест в детских садах в Сибае все так же обстоит благополучно. В исполнении майских указов президента России в республике полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За последние 3 года в республике построено 68 объектов дошкольного образования, более чем на 10,5 тысяч мест. В рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья за 5,5 лет в Сибае в результате строительства, реконструкции и ремонта введены в эксплуатацию 5 детских садов на 675 мест общей стоимостью более 428 миллионов рублей. Но, как Халид Ханович уже сказал, программа у нас продлена до 2020 года, и мы в этом направлении будем дальше работать. Отметим, что ранее в своем докладе глава городской администрации также высказывался по этому поводу. Дети 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, но в то же время охват детей дошкольного образования в возрасте от 1 до 6 лет составляет чуть более 73%. Здесь надо учитывать, что в городе посещаемость учреждений дошкольного образования очень низкая. Уважаемые здесь родители и педагоги дошкольного образования, посещаемость чуть более 60%, 40% в течение года пустует. Надо работать. Если мы вот эту проблему решим, тогда никакой осерьезности с 1 до 6 лет у нас не будет. 3 до 7 у нас сегодня проблем нет, никто не обращается. Но посещаемость очень низкая. Место заняли и в детские сады не ходим. Позже слово было предоставлено начальнику отдела образования города Сибай Хасанову Гаязу Ахмадуловичу и начальнику отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздательства Министерства образования Республики Башкортостан Мухамедьяновой Гульчачак Гиниятовне. Выступающие также отметили ведущую роль преподавателя в формировании здорового общества и пожелали всем присутствующим успехов в новом учебном году. По завершении профессионального диалога перешли к праздничной части.
Для гостей с музыкальным номером выступил вокальный ансамбль «Йондос» Центра детского творчества. Далее внимание собравшихся целиком захватило световое шоу, подготовленное гостьей из города Белорецк, учителем изобразительного искусства Давлетовой Эльвирой Рафаэловной. Завершилось мероприятие торжественным награждением заслуженных деятелей сферы образования в нашем городе. Почетные грамоты получили руководители учебных заведений, представители педагогического состава и их воспитанники, показавшие выдающиеся результаты на всероссийских и республиканских конкурсах. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.